Сильно, это было сильно, это было сильно. Ребята, всем привет, добрый день, доброе утро! Как настроение? Все хорошо? Супер! Наконец-то мы дождались одного из самых главных, одного из самых важных событий проекта SkillsCamp 2024 Animation! Супер! Как я рад вообще видеть вас всех тут, на протяжении всех этих дней. Как вообще успехи у вас? Все хорошо? Да? Зачем мы собрались, вы в курсе, да? Да! Супер! Давайте немножко в целом расскажу, напомню и вообще познакомлю всех, кто не знает, зачем мы тут и для чего мы тут собрались. Мы не просто так пришли посмотреть на меня в зелененькой рубашке, хотя уже неплохо, я считаю. Я считаю, уже неплохо. Вы прям на все будете так реагировать? Отлично, спасибо большое, ребят, на самом деле это очень заряжает и поддерживает настроение на сцене. SkillsCamp Animation — это бренд, который уже, можно сказать, ежегодно проходит в Малой академии наук в Республике Саха-Якутия. Это проект, который... Руководители, кажется, мероприятия чуть затянется, возможно. Проект, который ежегодно проходит с целью, чтобы подростки и современное поколение, поколение Z, а непосредственно вы, ребята, которые так искренне хотят получать новые знания, новые знакомства, новых друзей, получали такие возможности и, собственно, прокачивали свои навыки и знания. Вот здесь можно и красиво подходить. Супер, мы тут находимся уже 7-й, правильно? Какой день, вожатые? Опа, вот и спалились. Кажется, я спалился. Где 2 дня был, неизвестно. Да, 9 дней. На протяжении 9 дней вы принимали участие в разных мероприятиях, развлекались, искали новые знакомства, проверяли себя на устойчивость на тимбилдинге. Кто помнит это мероприятие? Да, но, скорее всего, вряд ли вы его забудете, оно было мощным. Навсегда просто. Запомните, насколько это было сложно. Но объединились в команды, сдружились. Вы можете менее, чуть хаотичнее, кажется, как будто отрепетировано все это. Да, на самом деле вы развлекались, кайфовали. Я буду настаивать на том, чтобы вы получали здесь удовольствие. Но помимо этого у нас были еще и образовательные мероприятия, образовательные занятия и программы, в рамках которых вы прокачивали свои знания. Ребята, у нас, я немножко вводный дам, чтобы наши коллеги тоже понимали, о чем идет речь. Проходили обучение по теме анимация. И, собственно, среди представителей у нас есть ребята, которые вообще впервые в жизни столкнулись с этим миром и сделали свой смелый шаг для того, чтобы познакомиться, что это такое. Среди присутствующих есть и ребята, которые в целом уже давно увлекаются такими направлениями, и это отличная возможность, они нашли себе единомышленников, друзей, с которыми они после этой программы в городе могут встречаться, реализовывать свои идеи, реализовывать свои мысли, которые им приходят в голову, и все это благодаря, как минимум, только тому, что вы такие крутые ребята. На самом деле, я могу очень долго рассказывать, но я думаю, рассказами все не покажешь. Поэтому давайте мы посмотрим, как проходили наши дни, что мы делали, чем занимались все это время. В прекрасном видеоролике, который ярко расскажет про наше времяпрепровождение тут. На самом деле, это очень мощно, честно. Есть большая проблема. Мы со своей командой вчера сидели и очень не хотели, чтобы день заканчивался. Некоторые даже плакали, потому что приходит конец и надо уезжать. Но это не конец проекта SkillsCamp, это конец только, почти завершение подходит к 2024 сезона. Я надеюсь, что вы вообще впечатлены, вам понравилось? Это то, что я хочу вообще чувствовать от вас, потому что именно из таких эмоций хочется еще больше, еще круче создавать что-то, но все мы прекрасно знаем, что мы сюда не только приехали развлекаться, да, бегать, прыгать и смеяться, хотя смех не без смеха, но и у нас очень важное событие. Сегодня у нас с вами важное мероприятие, в рамках которого мы дошли до финала нашего образовательной части, в рамках которой ребята, собственно, разрабатывали свои собственные анимационные мультфильмы. Поподробнее о них я расскажу чуть попозже. Ребят, вы к этому шли все это время ежедневно, вообще сложно было? Да!
Ну еще бы, мы привезли вам нелегкую программу. Ну хотя бы интересно было? Все справились? Отлично, да, я на самом деле знаю, что все справились, но насколько круто вы это сделали, сегодня будем оценивать не мы, потому что мы уже не можем объективную оценку давать, настолько мы уже вас любим, что невозможно как-то определить. И сегодня к нам приехали гости, вы можете им поаплодировать, ребята, это наши члены. Я впервые через микрофон даже не могу переключать, как круто, спасибо большое. Люди, которые приехали оценить вашу проделанную работу, дать свою экспертную оценку, свое мнение, и сейчас я вас с ними познакомлю под ваши аплодисменты. Сегодня с нами директор колледжа цифровых профессий университета Синергия Семен Семенов. Директор колледжа креативных индустрий Аяр Устар Елена Яковлевна. Исполнительный продюсер НВК Саха и продюсер студии анимации и дубляжа Анна Кирилловна. Господи, я хочу быть на вашем месте. Такие яркие просто аплодисменты, даже я все это время не получал. Заместитель начальника отдела Алроса по работе с органами государственной власти Анатолий Валов. Ректор Малой академии наук Василий Павлов. Заместитель руководителя управления целевых программ целевого фонда Сергей Продопопов. И директор парка будущих поколений Вадим Яковлев. На самом деле, перед тем, как мы перейдем к какой-то отборочной части, просмотровой части, очень хотелось бы пригласить некоторых членов жюри со вступительным словом, с приветственным словом, со словом напутственным, назовем это словом. И первым я хочу пригласить на эту сцену директора парка будущих поколений Вадим Яковлев. Дорогие ребята, хочу поздравить вас с этим волнительным и немного грустным днем, потому что, во-первых, это фестиваль, во-вторых, это завершение нашего образовательного проекта SkillsCamp 2024. На самом деле, вот это мероприятие наше является ключевым и самым важным из наших мероприятий, во-первых, потому что оно самое масштабное, больше всего людей участвует, детей, плюс оно самое долгое, и в-третьих, оно самое дорогое, можно сказать. И хочу сейчас немножко слова благодарности сказать. Во-первых, нашим организаторам, это вот организация Talented, раньше они назывались DTMB, они уже 4-й год с нами работают, причем, можно сказать, это вот лучшая команда, которая делает вот такие проекты. По моему мнению, мнению. Еще хочу слова благодарности сказать ректору Малой академии наук и всей организации Василию Климовичу и Малой академии наук за то, что за предоставление самой крутой инфраструктуры здания Республики Саха-Якутия, учебного лабораторного корпуса, плюс они отвечали за питание, за проживание, за вашу безопасность. Еще большая благодарность нашим педагогам и отдельно колледжу Синергия за то, что они очень очень оперативно предоставили наших дорогих педагогов и команде вожатых. И надеюсь, что мы вас увидим еще не раз на наших мероприятиях. Следите за нашим телеграм-каналом, за нашим сайтом. Еще не раз мы будем анонсировать наши крутые мероприятия. Это и медиахакатон, и битва креативной студии, и киномания, и архитектурный фестиваль. Мы также ждем в стенах нашей креосферы, которая находится в самом центре города. Тоже следите за нашими событиями. Спасибо. Спасибо большое, Вадим. У меня большая претензия к моей команде, почему мои слова скинули Вадиму. Все благодарности забрали, всех, кого надо выделить, забрали. Но спасибо большое, Вадим Яковлев, ребят. С приветственным словом для вас. И добавлю, да, немножечко Вадим украл мои слова, но с радостью поддержу. Хочу пригласить на эту сцену человека, которого редко видим мы, конечно, тут, но если бы не этот человек, ничего бы у нас тут не было, ни еды, ни
ректор Малой Академии наук Василий Павлов. Редко видим, действительно, да, я много путешествовал, только что был в Гонконге, в Китае, да, и тоже встречался с такими талантливыми детьми, как бы, да, тоже занимается анимацией, тоже кино, думаем, что сделаем какой-то продукт совместный, да, кинофильм, может быть, да, может анимацию, да, посмотрим, потому что в Гонконге тоже развитая тема кино, да, кстати. И местные там звезды тоже решили с детьми создать такой фильм, да, кстати, может быть, наше якутское присутствие тоже может быть интересно там, да, кстати, поэтому посмотрим, получится, не получится, это уже зависит от нас. В прошлом году я тоже выступал перед вами и как раз вспоминал про известного художника Иванова Александра Андреевича, который 9 лет трудился над большой своей картиной, значит, явление Христа народу. Но вы все это сделали за 9 дней, как говорится, сейчас все убыстряется, да, вы можете сделать великие вещи, потому что время наше быстрое и, как говорится, мимолетное, и в то же время невероятно большие возможности дает оно нам. Поэтому всем я желаю, чтобы ваши скиллы, которые вы здесь получили, помогли вам сделаться еще более крутыми, еще более невероятными, да, еще раз поздравляю всех тех, которые организовали этот замечательный праздник. Спасибо парку будущего поколения. Спасибо большое. Добавлю, что это всего лишь вопрос времени. Я уже хорошо познакомился с ребятами и знаю, на что они способны, поэтому в следующий раз, когда будете в Гонконге, передайте, что совсем скоро мы приедем с катком и проедемся по их творчеству нашим. И еще одного члена жюри хотелось бы пригласить на сцену с приветственным словом для вас. Заместитель начальника отдела АОРОСа по работе с органами государственной власти Анатолий Брагин. Вам слово. Спасибо большое. Дорогие ребята, уважаемые члены жюри, ну, конечно, я должен вас приветствовать, я искренне вас приветствую на этом празднике. Я считаю, креатива, искусства, юмора, всего самого хорошего, доброго, что может быть связано с юностью, с молодостью, с энергией, с энергетикой живой. И вы вправе спросить, а почему? А я люблю бывать здесь. И вот спасибо организаторам, они часто приглашают меня сюда, к вам, вот на такие мероприятия. Почему? Потому что, вы знаете, здесь я воочию, вживую вижу, как алмазы помогают. Как, вот, казалось бы, вот эти камушки, которые нашли, приложив громадный труд для этого, и превратив эти камни в товар, а потом продав его и получив деньги, прибыль, отдать эти деньги вам. Вот в виде проведения вот таких вот великолепных мероприятий, таких курсов. Ведь та энергетика, те знания, которые вы получаете сейчас, мне кажется, они не обязательно пойдут на то, чтобы, направят вас на то, чтобы вы избрали профессию, допустим, анимацию. Где бы вы ни работали в будущем, какую бы вы профессию не выбрали, в какой бы вы отрасли не оказались в будущем, вот то, что вы изучаете сейчас, вот этот стиль, может быть, мышления, порядок мышления, картина мира, которая сейчас у вас складывается при помощи вот этого вашего нового мышления, вот это то самое ценное, что позволит вам достичь успехов везде, где бы вы ни были. Я поздравляю вас с этим мероприятием. Я очень надеюсь на то, что сейчас мы увидим великолепные вещи, и нам будет интересно судить. Да? Ну и хорошего вам будущего всем. Спасибо большое. Отдельно я бы добавил спасибо вам большое за эту инвестицию, которую совершаете в этих детей, в это поколение, потому что действительно хочу вам сказать, что это большой вклад в будущее. И поверьте, многие, если не все, то точно 99,9% ребят, которые присутствуют, точно добьются таких результатов, как минимум лишь потому, что получили такие возможности, чтобы прокачать себя и стать намного круче. Ну что, приближается потихонечку как раз самая интерактивная, яркая часть, которой вы так искренне готовились, так трудились. Василий Климович отметил, что вы 9 дней тут находились, но я скажу вам одну вещь, на самом деле, которую, возможно, на протяжении всего мероприятия буду напоминать. В первую очередь я это делаю для себя, потому что я до сих пор остаюсь в шоке. Да, мы тут 9 дней,
У нас 96 участников, 25 часов занятий было, но я хочу отметить очень важную особенность. Из всех занятий, из всех 9 дней ребята получали теоретические знания, базовые знания про анимацию, и всего лишь 2 дня, они потратили на то, чтобы создать свои работы. Вы понимаете, 2 дня, что это такое, ребят? В первую очередь себе похлопайте, пожалуйста, за такое. У меня есть фирменная фраза, я ее часто люблю повторять, что в вашем возрасте я 2 руками чайник не мог поднять. Вы за 2 дня создали такие работы, я просто видел, я жду не дождусь, пока все это уже выйдет на экран, и вы тоже это увидите. И, соответственно, у нас в итоге собралось 19 команд, что для меня на самом деле очень большая неожиданность, потому что я думал, что команд будет намного меньше. Ребята в индивидуальном формате, в мини-командах разделились в подгруппы, в рамках которых создавали свои идеи. Немножечко введу вас в курс дела, какие тематики мы отобрали, в рамках которых ребята, собственно, создавали свои ролики. Пошли немножко по современному миру, решили не убегать от какой-то реальности, да, живем в мире маркетинга, живем в мире рекламы, живем в мире корпораций, и, собственно, хотелось, чтобы ребята ощутили собственной головой, собственными руками на практике, практикоориентированные направления, и направили ребят в сторону создания рекламных роликов. Рекламных роликов, но на их свободу решения. То есть они могли взять какую-то рекламу, которая была ранее, старая какая-то, и создать собственный взгляд в анимационном стиле. Либо, возможно, придумать собственный продукт, либо, возможно, уже взять существующую команду и создать собственный взгляд на эту компанию собственными руками. Собственно, сегодня мы будем оценивать видеоролики рекламные, которые создавали наши участники. Немножко технического сопровождения. Перед вами есть компьютеры, там вкладочки. Собственно, можете отобрать свое имя, в рамках которого вы можете оценивать, делать свои комментарии. Мы с вами будем отсматривать 8 финалистов, после чего мы с вами удалимся и будем принимать решение о наших победителях. Сегодня у нас с вами будет 3 места и гран-при. Сегодня будут определены 3-е, 2-е, 1-е, и в итоге итоговый большой победитель под названием Гран-при. Всегда любил это название Гран-при. Немножко по критериям. В целом, я думаю, здесь можно сильно не останавливаться. Люди передо мной сидят очень опытные, не первый раз сидят на мероприятиях и не первый раз, скорее всего, оценивают какие-то работы как подростков, так и взрослой аудитории. Но с учетом анимационной работы можем акцентировать свое внимание в целом на рисовку, которую выбрали ребята, то есть технику, в рамках которой они создавали, звуковое сопровождение, монтаж. Очень серьезная часть работы, на которой ребята очень долго трудились, потратили много часов времени. В целом, ясность, да, насколько вам понятен результат, насколько вам понятна работа. Ну и куда же без этого, все-таки эмоциональное воздействие, насколько вас впечатлила та или иная работа. Маленькие подсказочки, чтобы вы просто могли ориентироваться, но не сомневаюсь, что вы и без этого способны оценить работу ребят.